Так, сегодня мы решили посмотреть, что сейчас происходит у нас на улицах города, и проверить, насколько ответственно жители региона относятся к той проблеме, с которой мы сегодня столкнулись. Прежде чем выйти, нам необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Достаточно интересно, что сейчас творится на улице. Первое, что мы видим, выходя из Дома печати, это закрытый сквер журналистов. Вот мы видим, здесь обвешано все лентами. Обычное время здесь очень много людей, много туристов, однако сегодня все социально значимые объекты в регионе не закрыты. Это центральный рынок Беркат. В обычные дни это одно из самых оживленных мест в городе. Но мы, как видим, здесь сегодня, в принципе, никого нет. Людей мало, если они даже и есть. Здесь у нас обзор на весь город. С этой стороны Беркат, Национальная библиотека, театрально-концертный зал. Дальше идет проспект Путина. Сегодняшний Грозный, он совершенно другой, совсем другой, пустой. Мы сейчас находимся перед бульваром имени Махмуда Эсамбаева, и как мы видим, что здесь тоже, в принципе, дорога закрыта, проход закрыт. Месяц назад здесь гуляло очень большое количество людей. Однако сегодня мы видим, что никого здесь нет. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас творится в Грозном. Каждый из нас фантазировал по поводу того, чтобы остаться одному в целом городе, чтобы не было людей. Однако никто не мог подумать, что именно сегодня мы с этим столкнемся. На центральной площади перед мечетью Сердца Чечни обычно находилось много людей. Здесь у нас качельки очень знаменитые, на которых постоянно кто-то сидел. Они постоянно были заняты, но сейчас их в принципе нет. Сейчас мы заходим в актовый зал мэрии Грозного. Именно здесь расположился оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции республики. Здесь мы видим, как сотрудники оперативного штаба, это люди из самых разных ведомств республики, круглосуточно не принимают звонки от жителей региона. Как мы видим, прямо сейчас идет активная работа оперативного штаба. Мы сейчас находимся на смотровой площадке. Площадка сама, в принципе, сравнительно недавно была открыта. Здесь побывало очень большое количество туристов. Здесь у нас, как мы видим, есть специальные места, чтобы люди отдыхали, сидели здесь все вместе. С другой стороны у нас целая кафешка с замечательным обзором на весь город. Самая главная достопримечательность – сама смотровая, которая в народе именуется как лестница в небо. Вид действительно завораживающий. Мы сейчас находимся рядом с торгово-развлекательным центром Грозный-Сити. Здесь обычно очень много людей собирается. Как мы видим, здесь парк, такое открытое пространство для людей, которые отдыхают, для туристов, для местных жителей. Но сейчас, в принципе, никого здесь нет. Очень странное какое-то чувство. Пойдем дальше. Грозный-Сити, в принципе, всегда оживленное место. Однако сегодня здесь, как мы видим, никого, в принципе, нет. И ничего не работает. Все магазины закрыты.
эскалатор, сейчас бомбишь. Я так понимаю, что кино мы сегодня не посмотрим. Сейчас мы находимся в микрорайоне. Как мы видим, здесь машин не так много, но самое главное, людей нет. Магазины все закрыты, кроме вот этих вот продуктовых. Все остальное не работает. С другой стороны улицы банки, которые тоже, соответственно, закрыты. Спальный район тоже спит. Худя, что мы оберты улшим. Журналист, что? Вот там хотела спросить, нах болышен, всех хули нах ара, чубох шум хоч. В целом, вообще сегодняшний день, например, рыба и сейчас сразу денал, ария, и все. Людей нету, не ходят, дальше все боятся. Но я считаю, это очень правильно. И что, дикнут, цаёш, ару, цаёш, шавик, чуабу, и не что, да и рискуем насадно, что беспокоиться о нас. И вокруг меня очень много машин. Мы сейчас находимся в одном из дворов в центре города. Обычное время здесь столько машин не бывает вообще, потому что люди работают, это будни. Вот. Однако сегодня, как мы видим, судя по количеству машин во дворах, люди просто сидят дома. Это торгово-развлекательный комплекс Гранд Парк. В обычное время это место просто кишит людьми, здесь очень много людей. Сегодня, сейчас, как мы видим, пока что я не увидел ни одного человека. Закрыто. Мы сейчас находимся на одном из центральных проспектов города Грозного. Это проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь, как мы видим, движение не особо оживленное, однако редкие машины все-таки проезжают. Существуют специальные пропуски, которые позволяют некоторым сотрудникам, которые выполняют жизненно необходимую работу для жизни города, для жизни республики, проезжать без каких-либо затруднений. Мы сейчас находимся на берегу Грозненского водохранилища. Здесь находятся сотрудники правоохранительных органов, которые останавливают каждую проезжающую мимо машину, проверяют. Пешеходов нет, гуляющих, отдыхающих нет. Только редкие машины, которые проезжают мимо. Это у нас Грозненский дельфинарий. Здесь туристов, как мы видим, тоже нет. Дельфины отдыхают от людей, люди отдыхают от дельфинов. Сплошь и рядом пустота и тишина. Ни машин, ни работающих объектов. С момента открытия Грозненский дельфинарий – одно из самых излюбленных мест для туристов и для жителей Грозного. Как будто люди исчезли. В бассейнах воды нет, дельфинов нет, никого, в принципе, здесь нет. Вот мы ходим, снимаем вот эти парки аттракционов, безлюдные все места. И создается ощущение, что это как-то без души. Мне бы не хотелось здесь находиться, потому что нет, опять же, атмосферы из-за отсутствия людей. Ладно, пойдем.